Первая проблема с демографией. У молодого человека, когда зарплата 15-20 тысяч, и нет крыши над головой, и никакой перспективы вообще приобрести квартиру в этом государстве или какое-то помещение. У меня все мои сотрудники, молодые ребята, они живут на съемных квартирах с детьми. О какой демографии мы будем говорить? Я не знаю, может, я не права. Но если нет уверенности в будущем, то ни о какой демографии говорить вообще невозможно. С демографией понятно, что экономика, и, как мы говорили, все должно быть для человека. Но если нет экономики, то и ничего вокруг тоже не будет. Демография – это рождаемость, это первый такой уровень населения. Средняя часть населения – молодежь, школьники, учащиеся. У нас что, нормально все в образовании? У нас все хорошо? Я не знаю. Я не могу сказать, когда нет нормальных условий для того, чтобы дети получали какое-то хорошее образование, чтобы это было доступно, чтобы это было бесплатно, чтобы они ходили на спортивные секции, это тоже было доступно. Вы посмотрите, какой идет виток напряжения, как растут цены, и мы что-то сможем дать своим детям. Я не думаю, что что-то получится. О каком развитии мы можем говорить? Дальше следующий уровень населения, которое моего возраста и выше, там еще пенсионное. Когда размер пенсии абхазской как размер совести чиновника, ну тогда о чем мы будем говорить? Это, знаете, когда вроде вот она есть, эта совесть такая маленькая, но она настолько маленькая, что даже говорить о ней вообще просто невозможно. Поэтому говорить об экономике, говорить о каких-то перспективах, ну я не знаю, у вас очень была хорошая программа в свое время от Гурам Миранович, и вообще было очень приятно наблюдать всю предвыборную кампанию. Вот сейчас почему такое затишье? Куда вы все делись? Где ваши программы, где ваши новаторские идеи? Где человек, который ездил по всей Абхазии и рассказывал о том, какая у нас коррупция, сколько там... Где? Мы что, решили все эти проблемы? Вот Артур... Передали же официально избранному президенту все наши программные документы, которые на выборах мы разрабатывали, мы передали их официально. Ждем ответа. Уже у нас май месяц 25-го года. Скоро год закончится, он вот так раз пролетит, и мы вообще его не заметим. Нет, ну что же делать, ну 30 лет как-то невозможно. Один вопрос у нас решен, ничего не решено. Ну, конечно, слушайте, если бы мне было бы лет 20-30, я бы с удовольствием...